Добрый день! В эфире «Акцент». С 15 по 30 апреля в Якутске проходят отборочные соревнования для участия в финале национального чемпионата WorldSkills России 2019. И героиня нашей студии сегодня Мариетта Байская, которая в прошлом году заняла второе место по компетенции кондитерское дело в национальном чемпионате WorldSkills России 2018. И она сегодня нам расскажет, в чем же преимущество участия в данном соревновании. Мариетта, здравствуйте! Здравствуйте! И что же вам дало участие в WorldSkills? Участие в WorldSkills мне дало большой опыт, который отразится для меня в будущем. Это уже как бы самореализация самого себя, расставление своих идей, мыслей, совершенствование своих идей. А если вот не было бы такого чемпионата, или вы бы не приняли участие, то как бы это отразилось бы на вашей, может быть, карьере, учебе? Скорее всего, я бы сейчас не работала, не устроилась бы на работу. А где вы сейчас работаете? Можете вот подробно рассказать? И почему вы вот выбрали профессию кондитера? Профессию я выбрала уже в детстве, получается. Мне подарили книжку рецептов на 8 марта. И после этого у меня пошел интерес к готовке. Мне было все время интересно, что такое агар, пектин. Я все время интересовалась, пыталась спросить у своей мамы, но как бы она не кондитер и не знает. И после этого пошел уже процесс. Сама сейчас работаю в пекарне кондитерской «Сладкие мечты». Стою на заказных тортах. А вообще работа сложная, и сложно ли совмещать работу с учебой? Совмещать работу с учебой, я думаю, если это твое любимое дело, то несложно. Насколько отличается учеба от работы? Практика от теории, может быть, или у вас так и преподают теорию на учебе? Теория — это уже совсем другое, а на практике уже ты как бы расставляешь все по своим местам, готовишь от начала до конца, доводишь свое дело. Получается. Компетенция кондитерское дело WorldSkills, она сама по себе очень сложная. Там чему меня научили, мой мастер Родина Ирина Юрьевна, чему она меня научила, темперирование шоколада, антреме, гато, пирожные. Я думаю, что об этих изделиях можно узнать только по теории, а от готовки от начала до конца, скорее всего, нет. Ты училась по стандартам WorldSkills, получается, так, да? Да. Ага. И насколько подготовка по стандартам помогает на работе, и насколько они отличаются? Они немного отличаются. Как бы говоря, я там сейчас на работе не стою, не темперирую шоколад, но поработаю с изомальтом, с карамелью, а там уже на свое усмотрение получается. Как вы нашли работу? Работодатели как-то сами присматриваются к кадрам через систему WorldSkills, может быть? И что такое Skills паспорт? Когда он выдается и как он вообще влияет на трудоустройство? Skills паспорт — это паспорт, где там расставлены все твои баллы по определенным модулям, получается. Они его выдают, если ты на демо-экзамене либо на соревнованиях наберешь определенное количество баллов. Так меня пригласили на работу через, через мастера. Предложили, спросили, есть ли у вас хороший работник. И она меня и предложила. А так, сама по себе думаю, что работу несложно найти. Что насчет ваших коллег и однокурсников, которые не участвовали в WorldSkills, и им также просто найти работу? Я думаю, скорее всего, да. Потому что сейчас в нашей сфере кондитерское дело, очень требуется много работников. Участие в WorldSkills особо не влияет, да, на трудоустройство, получается? Или все-таки есть дополнительные плюсы какие-то? На работу я как бы устроилась туда со своей однокурсницей, но она там не участвовала в этом конкурсе, но
я уже знала, как бы, что, как лепится, как работать с шоколадом, как работать с карамелью. Вот. А она уже после меня как бы уже начинала смотреть, а потом уже изучать. То есть WorldSkills дает прежде Да. всего опыт, да? Да, опыт дает большой. Какие у вас дальнейшие планы и будете ли снова принимать участие в WorldSkills? Принять участие в WorldSkills я уже не могу. Ну, если уже... Я точно не знаю, то, что я попала ли в сборную России, потому что сейчас идет большая подготовка к мировому чемпионату, все очень заняты, получается. А так бы очень хотелось поучаствовать. А в дальнейшем я бы хотела... Ну, каждый второй кондитер, скорее всего, хочет иметь свое дело. И я тоже об этом задумалась, почему бы и нет. А вы сейчас на каком курсе учитесь? Сейчас я учусь во втором курсе. И сколько курсов получается у кондитеров всего? Ну, у нас в техникуме как бы есть несколько разных групп. Там есть поварское кондитерское, есть и технолог, там, который входит на технолога пекарь, повар, кондитер. Есть группа хлебомакаронных изделий, там тоже входит кондитер, макаронные изделия и пекарское, то бишь нет поварского. Ну, в основном варьируется от 3 года вроде. Да, 3 года. Потом вы, получается, дальше будете работать вот в сладких мечтах, и потом уже в будущем откроете свое дело, да? Да. Мариетта, а нравится ли вам ваша профессия? И довольны ли вы своей заработной платой? И как вы думаете, должна ли молодежь идти в такие профессии? Мне очень нравится моя профессия. Я уже, ну, как говорила, с детства мечтала об этом, у меня это все сбылось. Ну, заработная плата меня устраивает. Для студента самое то получается, да? Да, самое то. А вот как думаете, молодежь должна идти в такие вот профессии, именно вот среднеспециальное образование? Среднее образование, я думаю, более востребованное, чем высшее. Ну, это мои мысли, не знаю. А так в целом зависит от самого человека, хочет ли он работать. Хоть я думаю, что и на высшем образовании очень, ну, не то чтобы сложно найти работу, главное желание. И можно добавить, что вот именно WorldSkills помогает ставить специальное среднее образование, статус престижных профессий, может быть, да? Да. Мариетта, спасибо вам большое за интересный рассказ про свою историю успеха, да, и надеемся, что у вас все получится, и удачи вам в дальнейшем. Спасибо. С вами была программа «Акцент». До скорых встреч!